Вы знаете, что у людей есть крылья? Они видны тому, кто сам в душе крылат. Они не ангелы, которых мы забыли. Такие же, как мы, иногда парят. И оттого ли зорче взгляд и тоньше, глубже, они выбирают мир во всей его красе и дарят нам. Так вдруг мы обнаружим желание любить, творить, любовь в себе. Имена. Вот опять выпал снег. Какой красивый город Алматы, боже мой. Все 4 времени года прекрасны. Хотя вот предстоит скоро Навруз, начинается весна, Алмата становится еще красивее. Я написал песнопение на фарси, который называется «Шахри-Сейб», «Яблоновый город». И многие мои друзья сказали, что, читая это песнопение, все полюбили город Алматы и хотели увидеть Алмату. Я тогда написал, что Алмата – один из самых красивейших уголков Земли. Сейчас не жалею, что 30 лет назад так писал. Такого города больше нет на Земле. Город, где можно мечтать. Возможно, поэтому я отказался от многих приглашений и остался в Алмате. Люблю тебя, Алмата. Праздник – это всего мира, праздник человечества. Каждый праздник имеет свое начало. По первоисточникам Навруз – это из двух персидских слов «нав» – «новый», а «руз» – это «день». Древнеиранский «рауча», авестийский «рауча» – это «свет». Праздник самый древнейший из записанных на земле праздников. История этого праздника по некоторым источникам около 6000 лет, по некоторым 4000 лет. Из незапамятных времен иранские народы отмечали этот праздник. Потом, когда иранцы создали 3 великих империй от ахеменидов до сасанидов, это Ахеменидская империя, Аршакидская и Сасанидская империя. Это свыше 1000 лет. Иран был самым мощнейшим на земле из государств, и поэтому тогда назывался Иран а не Иран. Иран и не Иран. Великий Кир, он себя называл царь царей, царь Ирана и не Ирана. Там конгломерат огромных количества народов, там все народы вошли. Самое интересное, что вот сейчас, когда манифест Кира читаешь, диву даешься, что он дал абсолютно свободно всем. Он говорит, вы можете любое время уйти, хотите останетесь. Но народам захотелось силу, такую мощь. И вот они входили в состав Ахеменидской державы, от Египта до границы Китая входили в состав Иранской империи. Но во всех этих 3 великих империях праздновался этот праздник. В Персеполисе ежегодно в день Навруза собрались из всех концов империи правители, и в день Навруза они отчитывались перед верховным главнокомандующим. Есть об этом очень много книг на разных языках. Его миссия – открыть нам, что есть Навруз, и что есть праздник Навруз, и что содержится, так сказать, реально в Наврузе. Вот сейчас, когда вот мы начинаем так, нащупывать вообще, из памяти что-то извлекать, вот он пришел, и вот он сейчас окультуривает нашу собственную культуру, так, в общем, да, ее делает современной. Я думаю, что аналогичный праздник был у многих народов. А потом народы, которые входили в состав Иранской империи, они все приняли, всем нравится. Почему? Самое главное, это не идеологизированный праздник, который не является религиозным. Это вне религия. А зороастрийцы приняли, а мусульмане долго не хотели. 200 лет иранцы воевали с арабскими захватчиками, чтобы отстаивать этот праздник. Постепенно они поняли, что это устои ислама не разрушает. Потом появились такие великие ученые, улемы религиозных мусульманских иранского происхождения, которые дали фетва. И вот они оправдали, что этот праздник должен существовать. В исламском периоде этот праздник отмечали. Сейчас это Новый год, мы говорим, очень прекрасный праздник. Его отмечают все народы Востока, Центральной Азии. Великолепный праздник, и он
день, как говорится, равноденствия, сутки равноденствия. Говорят, что во времена коммунистов в некоторых республиках бывшего Советской империи, в частности в Казахстане, якобы не разрешали. Я могу отметить, что широко не отмечался этот праздник и в Таджикистане, и в Узбекистане. Но народ сам отмечал всегда. В конце 90-х годов, когда вот это возрождался, я подумал, что лучше какую-нибудь книгу готовить. И я взял все, что было о Наврузе в источниках. Значительная часть очень важных документов, начиная с X века, я взял в этой книге, книга называется «Магия Навруза». Некоторые статьи важнейшие о Наврузе перевел на русский язык. И потом была опубликована в Алмате эта книга в 2007 год. Получаю огромное количество писем из разных уголков Советского Союза, благодарность, что вот когда, говорит, мы начали отмечать Навруз, эта книга нам здорово помогала. Но мне очень приятно, когда книга кому-то помогает. Так и должно быть. Здесь есть из Осорол Бокья Абу Райхана Бируни, есть стихотворение Рудаки, 9 век, посвященное Наврузу. Есть кусочек из Шахнаме Фердуси, где говорит о том, что Джамшед, мифологический иранский царь, является основоположником этого праздника. Много интересного можно найти в этой книге. Я очень надеюсь, эту книгу, значит, дополнить, переработать и переиздавать. Я думаю, что это я сделаю в следующем Наврузе. Он для нас приоткрывает этот мир Ирана. И вот такой гид, навигатор по духовности Ирана, он не просто кабинетный ученый, он некий путник. Он просветитель, он открывает глаза с учетом вообще напряженных отношений между народами сейчас в Средней Азии, там, с Ираном. Он для себя совершенно осознанно избрал эту тропу, стезю миротворца. Лучшее средство творить мир – это напомнить народам о собственном прошлом, где они очень пересекаются и где у них очень много общих ценностей. Представьте себе, сколько культур и сколько миров в его вселенной. Он к этому миру относится не с одной точки зрения, не с одного угла. А человек, наделенный знанием многих культур, многих языков, конечно, для него расширяется диапазон видения этого мира. Поэтому в нем такая великолепная способность, талант погружаться в культуру другого народа, принять эту культуру как свою и сделать ее родной, что очень важно. Он участник уникальной формы взаимодействия или дружбы ученых и гуманитариев Центральной Азии, нашего семинара «Беседа на шелковом пути». Все ждут и спрашивают, а будет ли Сафар, потому что это уже некая такая знаковая фигура для нас. В Чимкенте возродились уже, и сейчас хорошо проводятся национальные игры, там Кокпар. И вот там не очень страстные, горячие джигиты. Вот, и там сотни коней, так в общем, всадники. Там все очень хорошо сидят на конях. Никто не хочет никому уступить победу. Волны, значит, этих всадников туда-сюда, пыль столбом. Камча взвивается, кони, значит, ржут. И вдруг выскакивает Сафар, он так вот очень уверенно идет. Попросил у кого-то там лошадь, сел на этого коня, его там камчо, его коня, перс, иранец такой, чем, да. Он одолевает всех, он вырывает желанный, так сказать, для всех вот трофей и приносит. И это был абсолютно обескураженность всех наших казахов, там, туранцев, так. Совершеннейший восторг, конечно, от нашей группы без собеседника на шелковом пути. Сафар, конечно, совершенно особый человек. И человек-миссия. Ирано-туранские взаимоотношения, то есть тюрко-иранские взаимоотношения, это один из древнейших сюжетов на территории Евразии. Человеческая миссия – объединять людей, объединять культуры, создать условия взаимопонимания. Это выстраивание такого культурного диалога, это же здорово. Он, конечно же, боец. Он никогда не поступится честью. Для него это очень высокая категория чести, гордости такой, да. Он, конечно же, из числа воинов света и в масштабах вообще всего мира добра в его противостоянии миру зла. Он человек абсолютно ренессансный. Было такое понятие, так что ренессансный – это значит всесторонний такой, да, то есть ренессансные люди, они были и рыцари, они были и поэты, они были мыслители. Вот такой чрезвычайно наполненный духовностью человек. Сафар – человек удивительной судьбы. Он был самым старшим из 9 детей в семье. Его мама всю жизнь посвятила себя заботам о детях и доме. Отец Дикханин был очень начитанным и тонким человеком.
Именно его Сафар называет своим первым учителем. Именно отец открыл для Сафара восточную поэзию и литературу, дал всем своим детям высшее образование, считая это необходимым и очень важным. Дети Сафара живут в Таджикистане. У каждого из них свой путь, своя профессия. Они собираются вместе в саду, который посадил их отец и дед, в саду, где зреют яблоки под названием Алматы. Очень жаль, что нынешнее поколение мало читает книгу. Но это связано с развитием технологий, средства массовой информации, особенно электронные. Сейчас многие читают электронные книги. Но тем не менее, я думаю, что человек должен возвращаться к книге. И ничего не может быть лучше книги. Вот я здесь вижу книги Мукагали Макатаева. Это гениальный поэт, лирик. Вот я издал в 2011 году 1000 тираж. Поэт от Бога. Грустно, когда мало читаем, но я очень надеюсь, что у нас возвращается читатель к нам. В великой литературе всегда нужен великий читатель. Я очень мечтаю, что народ будет опять читать книги. Так хочется, может мечтать. В 2007-2008 году я сделал каталог персоязычных рукописей, хранящихся в Национальной библиотеке. Но мы нашли такие книги здесь, которые никто никогда не знал до этого. Написали религиозная книга и бросили. Но там были рукописи Абдурахмана Джами, классика персидской таджикской литературы. Эти рукописи были изданы, то есть подготовлены в современной территории Афганистана, город Балх. Они каким-то мифическим образом дошли до нас. И до этого читали специалисты, что самые древнейшие рукописи в Ташкенте. А рукописи, которые мы нашли, одна книга на 23 года старше, чем книга ташкентская, а другая на 18 лет. Уникальная библиотека. Здесь есть много источников, которые существуют только здесь, в этой библиотеке, на разных языках. Самое главное для любого народа, наверное, главнее всего это язык. Сохранение языка, чтобы язык ваш был развитый и великий язык, нужна великая литература. Язык невозможно освоить в приказном порядке. Какое счастье, что в Казахстане был аул, и этот аул сохранил казахский язык, казахскую музыку в первозданном виде, казахский быт и культуру. Я думаю, что народ, который потеряет язык, этот народ исчезнет. У нас в Казахстане за последние годы изменился очень серьезно ситуация с казахским языком. Сейчас везде изучают, слава богу. Язык – это код культуры любого народа. Абай – это самый просвещенный человек своего времени. Знал несколько языков, в частности, мой родной язык фарси. Абай знал литературу мировую в той мере, которая ему была доступна. Абай достиг мудрости, которую грядущим поколениям еще придется изучать и изучать его творчество. Это один из величайших личностей, который оказал влияние и на мое творчество. Когда я читал Карасуз Абая, я понял, что вот это просто он говорит на другом языке, то, что в моей душе. И я переводил его Карасуз на фарси. К счастью, 2 раза издавался в Иране. Впервые на языке фарси Абая читали в моем переводе. Я перевод делаю только тогда, когда вот душа тянет, когда читаю, что это мое. То, что меня не трогает, я не могу делать. Мне было очень приятно, когда я получил много хороших отзывов от иранцев о языке Абая, что какой прекрасный язык, допустим. Издательство «Хиратгон» в этом году переиздал мой перевод. Я сделал работу, которая мне нравится, иначе бы я бы не мог сделать. Он великолепно знает Абая. Мне нравится, что когда он обучает своих студентов персидскому языку, он спрашивает,
а ты знаешь поэзию Абая? Все студенты говорят, да, знаю. Ну-ка, расскажи. Но как он сердится, когда его студент не знает Абая и не может процитировать ни одной строчки. Ну, хорошо. В следующий раз ты выучишь такое-то стихотворение Абая, расскажешь мне наизусть. Я дам в дальнейшем тебе перевод на фарси. Вот такое вот задание. То есть сначала нужно знать источник. Вот эта любовь к литературе, любовь к слову, вот все то, что делает Сафар Абдуллаховича действительно великим. Наряду с Абаем Кунанбаевым, которого Сафар называет своим учителем, большое влияние на жизнь и творчество Абдулло оказал Олжас Сүлейменов, а начиналась их дружба в 70-х годах прошлого столетия. Сначала Сафар был покорен яркой, талантливой поэзией Олжаса, сражен его обаянием на творческих встречах в Душанбе, когда Сүлейменов читал свои стихи со сцены театра. Будучи аспирантом, в Москве Сафар познакомился с Олжасом Сүлейменовым ближе. Они часто встречались в кругу известных поэтов и писателей. А затем Советский Союз рухнул. 90-е диктовали свои законы. Таджикистан охватила гражданская война, унесшая более 150 тысяч жизней. Жить и работать в стране, охваченной пламенем, Абдулло, молодой ученый-востоковед, просто не смог. И тогда судьба привела его в Алматы. А новая встреча с давним другом Олжасом стала поворотной. Казахский поэт пригласил его на работу в Институт востоковедения. Сегодня Сафар Абдулло – профессор, член Союза писателей Республики Казахстан. Преподает в Казахском университете международных отношений и мировых языков. Олжас Омарович мой учитель, и благодаря Олжасу я нахожусь здесь. Так уж случилось, что я с Олжасом знаком с 70-х годов прошлого века. Мы с Роланом Сисимбаевым, нашим другом, большим писателем, пошли навещать Олжаса в больнице в Алмате. Когда Олжике меня увидел, позвонил в гостиницу, сказал, что я его гость, и я так до сих пор в гостях, уже почти 30 лет, в гостях у Олжаса. Олжас Омарович – это идеал. Почему он стал идеалом? Потому что он был из народов Центральной Азии, единственный поэт с высоких трибун говорил о тех более чаяний народов. Я помню, когда он говорил о том, что поэты обязаны пробуждать чувство собственного достоинства. Он очень смелый человек, мыслитель высочайшего уровня. На Востоке гениальных поэтов называли хакимом. Хаким – это мудрец. Я называю Олжаса хакимом. Масштабы его мысли бесконечны. Люблю Олжаса. И неизвестно, что было бы со мной, если не было бы Олжаса. Я пишу книгу, которая называется «Жизнь замечательных идей Олжаса Сүлейменова». У него несколько идей на уровне гениальных мыслителей всех времен и народов. Вот «возвысив степь, не унижая горе». И он говорит о том, что культура спасает нас в будущем. Мой друг много лет возглавляет издательский дом Олжаса. По его инициативе этот дом занялся изданием забытых поэтов и писателей Казахстана. А ведь там не просто имена, там были чрезвычайно талантливые, выдающиеся мастера прозы и рифмы. Я думаю, что вот это вот течение, которое, собственно, он проводит в издательском доме, оно со временем будет оценено. Он прекрасный педагог. Он приподнял, как-то существенно поднял планку востоковедения в целом. Педагог, он очень требовательный. Поэтическая душа его, она не просто, скажем так, живет этой восторженностью по отношению к красоте, к миру, к поэзии, а тем, что она наполнена его великолепным знанием поэзии, мировой поэзии. Он любит всегда везде четкость, чтобы вовремя все исполняли. Он всегда с терпимостью относился к нашим ошибкам, к каким-то промахам. Всегда нам помогал, если мы в чем-то ошибались. Его знания, его профессионализм в своем деле, его любовь заражала нас, всех студентов, его любовь к персидскому языку, культуре этого языка. Особенно ему нравится восточная персидская поэзия. И временами он рассказывал на лекциях
отрывки каких-нибудь газелей из Хафиза или Саади, знаменитых персидских поэтов, аудитории сразу такая атмосфера была восточная, прям загадочная. Вклад Сафара Абдулло в культуру Казахстана велик, диапазон его огромен. От написания статей исследовательского и обзорного характера, переводов казахстанских писателей и поэтов на языки Востока до подготовки специалистов, будущих дипломатов, культурологов и востоковедов Казахстана. Я уверенно назвал бы его Сафара Абдулло национальной ценностью Республики Казахстан.